Assalamu alaikum qadırdan көрерменлер. Sizlerning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanaliga xabarlar programmasini havola qilamiz. Hozirlarga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Shahniza Aziz qizi va Isijon Adiljon o'g'li. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Isijon Adiljon o'g'li и Shahniza Aziz qizi. Здесь делают честные новости. Во второй половине февраля в Государственном академическом театре музыкальной комедии имени Кудуса Кожамьярова прошло собрание при участии заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова и членов Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. Собрание началось с приветственной речи председателя Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардана Нурумова. В своей речи он поддержал инициативу главы государства о создании нового Казахстана. Далее выступил Марат Азильханов. После слово взял Карлин Махпиров, председатель штаба по сотрудничеству с уйгурскими школами при Республиканском этнокультурном центре. В своем докладе Карлин Нурдунович отметил важность образованности нации и озвучил сложности, с которыми приходится сталкиваться уйгурским школам, и предложил пути выхода. Важный доклад прочитал Рзахун Насыров, председатель районного филиала Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, охватывая такие аспекты, как межнациональные конфликты и дружба народов. Помимо вышеупомянутых лиц, с докладами и предложениями выступили Масинджан Вилямов, Ахмад Ахат, Арзагуля Абдырымова, Гульназ Курбанбакиева, Адылжан Масимов и Риат Курбанов. Подытожил собрание Марат Азильханов, сказав, что все предложения будут непременно рассмотрены. Он поблагодарил уйгуров Казахстана за активное участие в развитии страны. Xush xabar. Yaqinda Sagadiyev nomidagi Xalqaro biznes universitetining studenti Shahnozа Xirjanova Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Markaziy Osiyodagi qochoqlar ishlari bo'yicha agentligining Al-Farabiy nomidagi Qozoq davlat milliy universiteti va Markaziy Osiyoning grajdansizlik bo'yicha tori tarafidan maktab o'quvchilari ham studentlar orasida uyushtirilgan 1961-yilgi grajdansizlikni qisqartirish haqida konvensiyaning ahamiyati nomli ikkinchi regionallik konkursiga qatnashib 3-o'ringa ega bo'ldi. Atab o'tish muhimki, grajdansizlikning qayta tiklanishi, huquq bexatarligi, ijtimoiy iqtisodiy huquq, innovatsiyalik qarorlar mavzusidagi ilmiy ishni ingliz tilida yozdi. Fursatni foydalanib, tug'ingiz muborak bo'lsin demoqchimiz. Союзом уйгурской молодежи Казахстана совместно с РО «Ассамблея Жастары» при поддержке Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана в лице председателя Нурумова Шаймардана Усаиновича была организована акция «Кушумыз Бирликте» «Сила в единстве», в рамках которой было развезено более 200 порций питания правоохранителям на блокпосты, а также сотрудникам коммунальных служб, которые устраняют последствия террористических актов в Алматы и Алматинской области. Старт молодежной акции дали председатель РО «Ассамблея Жастары» Тимур Джумурбаев, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайриев. Питание предоставлено ТО «Металлпром-групп» в лице директора Абдулхалил Долкунтая, который является заместителем председателя Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. В акции приняли участие Наиля Алимова была выбрана как делегат из Казахстана, представляющий уйгурскую национальность, на саммите Global Peace Chain, который проходил в феврале в Дубае. Саммит нацелен на разрешение политических и экономических конфликтов посредством диалога лидеров со всего мира. На мероприятии присутствовали более 100 национальностей и стран-представителей. На конференции Наиля была самым молодым делегатом – 16 лет, и продвигала тему инклюзивной экономики, а также прав женщин и этнических меньшинств. Bil көрнәклек Uyg'ur shoiri Ilya Baxtiya hayat bo'lsa 90 yillik tavalludi nishonlar edi. Ilya Baxtiya Almut viloyati Uyg'ur nahiyasi Achinoq mahallasida 1932-yili dunyoga kelgan. U otasidan kichik ayrildi. 1953-yili Qozoq pedagogikalik institutining Qozoq tili va adabiyoti fakultetiga tushdi. O'qishni tamomlab o'z yurtiga qaytib, Katman maktabida xizmat qildi. Keyinroq shoir Yozuvchi nashriyotida va Uyg'ur redaksiyasida ishlaydi. Şu orliqda Moskvada 2 yillik adabiyot kurslarida o'qiydi. Balalar uchun nurg'ulg'an she'riy asarlarni yaratgan, ajoyib misralarda tabiatni va ana ajutni kuylagan satirik shoirimiz uzoqqa so'zilgan og'riqdan keyin 1987-yili dunyodan o'tdi.
Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezi Cemiyetlik Birleşmesi'nin uyuştırışı asasında Abay namıdaki Kazak Milli Pedagogikalik Üniversiteti Örlev pedagog xadimlarının bilimini mükemmelleştiriş institutunun qollab quvvatlashi bilan Uyghur maktablarida bilim elayotgan 9-11 sinf o'quvchilar arasida ko'rnakli shoir İlya Baxtiyorning 90 yilligiga bag'ishlangan Adabiy do'stlik, abadiy do'stlik İlya Baxtiyor va Maqatayevning do'stligi asosida nomli esse yozish konkursi uyushtirildi. Barliq adabiyot shaydalariga, mushoira qatnashuvchilarga muvaffaqiyat ham utuq tilmoqchimiz. 3 февраля 2022 года прошел мастер-класс Гузель Закировой в рамках проекта «Артефакты тюркской древней письменности. Эпиграфы периода уйгурского каганата как источник для изучения древнетюркской культуры». Целью мастер-класса было ознакомить с целями и задачами проекта, а также показать, как этнические характерные художественные элементы превращаются в визуальный язык и как создавать с помощью данного языка предметы современного искусства. На мастер-классе присутствовали магистранты творческих специальностей Казахского национального университета имени Абая, а также специалисты по вопросам культуры Генерального консульства США в Республике Казахстан Тимур Сульбаев. Гузель Закирова окончила Казахский национальный университет имени Абая по специальности изобразительное искусство и черчение, бакалавр, и экспериментальная живопись по акварельной технике, магистратура, а также Синьцзянскую академию искусств по специальности древнекитайские иероглифы и фрески. С 2017 года реализует contemporary арт проекты. Кто мы и из чего мы состоим? Данные вопросы помогли найти концепцию проектов. Ответы пришли через женские образы мамы и сестер. По мнению Гузель, культурный код больше всего заложен в женском образе. Основная тема работ – женщины и традиции, женщины и ритуалы. Особое место в образах занимает доисламская культура женщины, ее образ, культура, религия и искусство. Данный проект осуществляется в рамках гранта послов США по сохранению культурного наследия. Глаза, это глаза, да? И вот эти глаза, они стали моей визитной карточкой. Это монобровь. Это мой такой культурный код, который я использую в концепции своего современного искусства. И это очень популярные глаза, которые сейчас уже не только в Казахстане, но и за пределами. Все меня узнают по этим глазам. Это монобровь. Здесь, видите, одна бровь. Алматы viloyati Uyg'ur nahiyasining Avat yezisida Қазақстанның бокс спорт түрі бойынша чемпионы Дилмурат Межитов bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur boshqo'shiqqa Avat yurtidan tashqari nahiya hokimining o'rinbosari Qatirjon Bag'bayev, Adal Urpaq jamiyatlik birlashmasining raisi Janat Kerimqulov, tijoratchi Dilmurat Kuziyevlar ishtirok qildi. To'liqroq bizning syujetda. Assalamu alaykum qadrdan ko'rarmanlar. Efirda Qozog'iston uyg'urlari. Men Shahniza Aziz qizi. Bugun biz Hizim Iskandarov qatorliq tetik shoirimiz dunyoga kelgan qutlug' avachida mehmonda. Bugun Palvan Qaysar o'g'limiz Dilmurat Mejitov bilan uchrashish bo'lib o'tmoqda. Qani marhamat. Aldaringizda Qozog'iston Respublikasining chempioni Mejitov Dilmurat Rishatuli. Bu diplomun bunu stüdyo yetkisi, bunu bana diplom verdi diyen diplomun diplomu. Hayır, almış bir tut. Sen ne istiyorsun? Endi bununla biz Kuziyevlar ailesidir. Bu zamanda biz Kuziyevlar ailesi 2001'dan başlap dadan başlap o'tadi. Birinchi balam yaxshi ishlab ailangni boq. Uningdagi qarindoshlarga yordam qil agar chindan bo'lsa. Uningdagi yurtqa Qozog'istonning xalqlariga yordam qil. Shu yordamni qilib kelyotib, bu yili biz Kuziyevlar ailesidan благотворительный фонд семьи Кузиев именно про Мухаммад Хазим qurdik.
şu adamның, şu bizning semyaning etimizdan 500 ming tanga biz mon diplom qo'shamiz. Dolqunqum bir chapanni elib, yaxshi chapanni uyoqqa qo'ydim. Bu hozir Qozog'istonning chempioni qilgan chapanni kelib kechgatmishimda. Chapanni uyoqqa qo'ydim. Dolqunga mana 300 ming tanga sepga oldim. Bunu her birinci qitim dünyada birinci qitim chiqqan Qur'on Karim. Bu Qur'on Karimni Muhammed Salih degan cho'ng olim vatanda Sharqiy Turkistonda yozgan, Urumchida bu odam o'lib ketdi hozir. Shu odamning birinchi kitobi, shu kitob birinchi Uyg'ur buni arabcha, shu odamning kitobi chiqqan. Shu kitobni Moskvada 2000-yili men o'zimning aqshamni chiqarib 17 ming ekzemplar chiqarib bütün yerga даже Makkada bor bu kitob Qur'on Karim. Mana Facialik uchur, zamonaviy Uyg'ur adabiyotining yo'riq yo'lchisi, millatimiz ham davlatimizning she'riyat shaydolari ichida keng to'nilgan shoir Mirzahmat Merimov dunyodan o'tdi. Uning u shundoq edi, so'zlar so'zlaydi. Yoshligim, hayot haqida, oktyabr bergan baxt, meni kutgan vatan qatorliq to'plamlari yo'riq ko'rgan. Fursatni foydalanib, millatparvar shoirning oilasiga va yaqinlarga ta'ziya bildiramiz. Yatgan yeri yumshoq, ruhi jannat bo'lg'ay. Dünya xabarlardan uchur. Международная организация труда при Организации Объединенных Наций опубликовала доклад, в котором раскритиковала и глубоко осудила действия Коммунистической партии Китая в отношении уйгуров, назвав это дискриминацией. Вышеупомянутая организация призвала Пекин урегулировать этот вопрос согласно правовым конвенциям, принятыми в мире. Это первый доклад, опубликованный Международной организацией труда касательно уйгуров, и первый доклад, который обвиняет Китай в дискриминации. Как сообщает еженедельная газета Daily Star, в докладе говорится следующее. Цитирую. Наш комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с политическими маневрами, изложенными в государственной и региональной политике Китая и в конкретных документах. Мы призываем к пересмотру государственной и региональной политики и призываем к устранению всех форм дискриминации. Конец цитаты. Согласно отчету, в докладе также содержится призыв к китайскому правительству отменить задачи по ликвидации так называемого радикализма, тем самым скорректировав определение политического перевоспитания. В этом докладе приводится ссылка на Международную конфедерацию профсоюзов, которая высказала подозрение в использовании правительством Китая принудительного труда уйгуров под предлогом переобучения жителей региона. Комиссия выразила серьезную обеспокоенность относительно условий труда жителей уйгурского автономного региона, заявив, что их права подвергаются нарушению. В рамках Олимпиады в Пекине генеральный секретарь ООН встретился с китайским руководством и призвал обеспечить доступ в населенные уйгурами регион на северо-западе Китая. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал китайское руководство обеспечить возможность посещения страны Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. В субботу, 5 февраля, в рамках Олимпийских игр в Пекине глава международной организации встретился с председателем КПК Си Цзиньпинем и министром иностранных дел Ваном И, указав при этом на важность заслуживающего доверия визита Бачелет в уйгурский автономный регион, сообщили в ООН. Пекин требует от Бачелет оставаться в рамках дружественного визита. Верховный комиссар ООН по правам человека уже более 2 лет пытается получить доступ в уйгурский автономный регион, чтобы получить информацию о предполагаемом жестоком обращении с представителями мусульманского национального меньшинства уйгурами. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz mushning bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.